Метров 300 прошел. Первая чага. Здесь очень много берез, между прочим. Шанс есть, но посмотрим. О, да. Не такой крупный, конечно. Угу. Чистим. Сразу же. Так. Малюсенький такой. Тут только мусор. Особо полезного ничего нет. Кусок маленький. Ну вот. Вот такой кусок, ребят. Начало такое. Начнем с малого. Птиц нету. Пока тишина. Но уже чагу нашел. Иду так, выбираю место, где более-менее просторнее ходить. Старая старица. Куда-то, чтобы лезть там, скажем, за старицу или еще, не стараюсь. Другой день, другой раз. Проверю здесь. Покружусь. Если будет, значит, другой день. Другой раз приедем уже. Перейдем в старицу и там посмотрим. Может, что-то и будет тоже. Здесь капканы у меня раньше тоже стояли. Все это забросил тут в тропинку. Туда шла тропинка. Вон чага, ребят. Смотрите, как высоко. Где-то метров 6-7, наверное. Такие болванки там. Это надо какой-то приспособу, чтобы как пешня на шест. Вот. Вот так я иду. Иду. И вообще рябчиков нету, ничего нету. Блин, думаешь, надо, конечно, чтобы тулан вместе был. Тулана возьмешь, начнешь видеть там рябчиков. А рябчик собаку не терпит. Улетает. Вот, и тогда начнешь наоборот думать, зачем взял собаку, а? Сколько раз уже такое было. Так что не угадаешь. Не, шанс, конечно, есть хоть одного рябчика увидеть. А сейчас собака, в принципе, вон там тоже. Ух ты. Там сколько, ребят. Что-то все высоко очень. Прям не поленюсь. Вот это да, там. Поверьте, там очень много. Что-то совсем высоко. О, ничего себе. Огромные такие. Вон они. Такие волдыры, блин. Вон они, какие большие. Прям этот кусок, наверное, несколько килограмм. И там на вершине еще есть. Вот этот большой, хороший. А вон там что-то черное. Сейчас посмотрим. Или кора отошла, или же чага какая-то. Да, чага. Хорошая. Хорошечная, ребят. Большая тоже.
крупная. О, еле. Тут еще второй кусок. Два куска хороших. Сразу почистим. Ух ты, все развалилось. Шляпень. Мусора дофига. Ну, в принципе, хороший кусок. Вон. Прям отличный. Вот это все надо убрать. Это труха. От этого пользы нету. Может и заваривает тоже. Но пользы, я вам скажу, никакой. Вот и все. Вот. Вот такой. Вот. Такие куски, ребята. Тут тоже. Вот здесь я прошел. И налево посмотрел, какой-то вот нарост тоже. Чага, не чага. Или сухая какая-то. Нет, это нарост, ребят. Кап или что это называется. Может была чага, потом он превращается в капу. Или что это может быть, какой процесс. Вот. Кап. Ага, со стороны так глянешь, черный, подойдешь, а обманулся. Береза на березе. Прям кругом березы. Чаги вообще нету. Уже иду вон оттуда. Целый поворот. Вообще ноль. В одном месте, вот что я показал, на небольших расстояниях нашел. А здесь тишина. Ни на деревьях, ни низом. Смотрите, какой снег вообще. Липкий, сырой снег. Ладно, поброжу. Пока еще. Здесь места хорошие. Постоянно тут грибы собираю. И в этом году я здесь собирал, вам показывал тоже. Старец много, до хрена. Потеряешься, честно. Легко. Пока за старицу переходить не стану. В этой стороне поброжу. До ягоды схожу туда. Не знаю. Чего-то маловато совсем. Вообще нету. Но интересно, блядь, как будто грибы собираешь. Вот честное слово. Вот ты идешь, грибы собираешь, смотришь, где он стоит, там найти, чтобы... Здесь то же самое. Вот идешь, каждое дерево стараешься смотреть. Прям очень интересно. Чагу собирать. Каждым разом все больше и больше нравится. Прошел бы там, не заметил. Вот здесь иду. Надежды никакой уже нету. Но я нашел то, что искал. Вон они. Немного, скажу вам. Но они есть. Берем. Тут еще третий. Опачки. Все. Больше нету. В общем, чистим и идем дальше. Все так буду чистить. Короче, решил перейти первую старицу. Тут вообще головоломка тоже ходить.
Ладно. Если смогу, перейду здесь. Так. Солнце вон там даже встает. Юг примерно вот тут. Так, ладно, вот здесь побродим за старицей. Не, нормально. Все сухое везде. Думал, сегодня я уж больше не буду включаться. Уф, я уже прошел, ребят, пустую. Короче, как я перешел, потом в ту сторону пошел, потом сюда, потом здесь старица еще, вторая, перешел. Потом где-то метров 100 вон в ту сторону ходил. И вот по этой, там тут тоже старица. Вот именно это параллельно этой старице. Там уже туда переходить точно не буду. Но одним словом, по этой старице пойду. Вот и весь разговор. А вон тут я заметил, поэтому и включился. Сперва сходил к той березе. Вон, к этой. Там еще оказывается не чага, а вот этих капы. Издалека кажется, что тоже чага стоит. Вот тут уже, да, здесь она есть. Немного, но хоть что-то. Да, ребят. Сколько шел сейчас. Весь потел, блин. Вот он. Не маленький. Ага. О, хорошо отошел. Да. О, короеды даже там. Чего? Короеды зимуют в чаге. Так, один кусок хороший, между прочим. Этот еще. Но это тут шлак один. Небольшой кусок. Вот еще тут возьму. Ну вот, ребят. Вот он. Вот такой кусочек. Совсем мало. Очень-очень мало их. Пофига уже шел. И нету, просто их нету. Берез много, а чаги нема. Вот, ребят, та береза, откуда я снял вот эту чагу. Вон. Вот она. А смотрите, там что-то похоже, как-то черные пятна. Давайте сходим. Ну, вроде тоже есть. Вот к той березе подходил, оттуда не видно. Прикинь. А вот отсюда, с этого ракурса, уже я увидел. Так что, может, ты так пропускаешь, проходишь-то нету, с одного ракурса не видишь. Ну да, какая-то не очень много, но скажу вам, интересно, как это срубить. Даже не получится нам. Даже не получится, думаю. Как-то странно. Это живое дерево. Почему он так как-то вырос? Так. Так. Блин, капает что. Этот непонятный даже. Он с трухой. Вот этот нормальный вроде. Фух. Да нифига. Какой-то странный. Ломается. О, блядь. Интересно, как-то
Рубить вообще неудобно. О, есть. Так, чтобы не потерять сразу одну кучу. Так, отколоть как-то. Ух ты. Опа. Шляпень. Разлетелись кто куда. Так, вот еще этот. Нет, не то. Этот. Отломается. Не ждал. Опа. Нормальный кусок отломился. Очень как-то трудная чага. Непонятно. Вышло как-то. Ну все, основное взял. Ребят. Вот такие куски. Раз, два больших, три. И мелкие еще 3. Нормально. Можно перекурить. Блин, не везло, и на тебе. Вот. Сейчас буду чистить. Ну и заодно перекур небольшой организую. Там еще есть большие березы, может, будет еще чага. Это, считай, я здесь этой стороной пройду сегодня. Другой раз приеду, еще по другому берегу пойду. Но это уже будет снег. Не знаю, когда я сюда приеду дальше. Просто не могу сказать. Как время будет, приедем. Еще пособираем. Ну, здесь еще примерно 2 километра. Примерно 2 километра пройду. От силы 1,5-2. Вот так. Не спеша. И буду возвращаться. Возвращаться буду... не знаю пока. Посмотрим. Также, наверное, по ельнику пойду. Можно по дороге спуститься. А можно, конечно, да. Но я лучше, наверное, по ельнику. Как усталость будет. Если рюкзак наполним, по дороге пойдем. Если не будем находить, еще буду ходить, искать. Так что идем дальше. Сейчас я буду это все чистить. Подранил. Бежит. Блять, через сучья тоже шлепнул. Так. Он очень быстро бегает. Упал и побежал. С этого дерева. Где-то вот тут он. Вот перо. Нет, это не перо. Куда он убежал-то? Не понял. А вот он, ё-моё. Нашел. Ну вот, ребят, первая добыча. Рябчик. Касательно вот так. Так, подожди, наверное. Задом не сидел. Чуть-чуть левее пуля ушла. Много показывать не стану. Достали уже все. Баня от видео, только в путь. Вот первый рябчик за 2 дня. Ну, вчера я промазал, сегодня вот сейчас шел. Давайте я вам расскажу, как это все происходило. Шел тихо так, наблюдая. И случайно вот на глаза попалось, он вертикально
поднялся и сел. Самец рябчик. Сел и сидит. Я вытащил камеру, зацепил на голову, включился и не спеша, вот просто не спеша, просто вертикал, горизонталь, вот шкалу и все смотрел, чтобы уже один шанс есть. Выстрелил и попал. Наша птица. Первый рябчик. Ну, с добычей. Начнем с малого. Много птицы нету, но за охоту, скажем, если одно удастся добыть, то это уже нормальный результат. Иду к цели. Цель вижу. Вон она. Сейчас подойдем. Блин, ну конечно тут очень мокро, сыро. По траве ходить. Вон там. Надеюсь, достану. Хорошая большая чага. Дерево не такое большое. Чага огроменная. Подойду. Тяжеленький уже рюкзак-то. Далеко не пойдешь с таким рюкзаком. Да, чага. Не обманулся. Ох, высоковато, конечно. Так себе. Опа. Достал. Ну да. Хорошечный. Труху сразу. Вот еще. Опять кусок такой. Вон он. Вот. Где не ожидаешь, там и находишь. Рюкзак грязный становится. Мешок нужен. Вон отсюда взял. Голову поднял, налево посмотрел. А там снова чага. На пустыре. Опять туда возвращаемся. Надо посмотреть. Ну нафиг. Рюкзак-то тяжелый уже. Где идти-то? Что-то черное, но чага или нет? Так себе. Ну, чага была, но отвалилась или сняли, а там остатки. Так. Маленькие куски, наверное, есть. Что-то надо, наверное, уже в сторону избы идти. Вот такие малюсенькие. Малюсенькие есть они. Как-то интересно, вышли они. Фух. Так. Вот один есть. Там еще второй. Третий. Там еще вот внутри. Что там? Что-то увидел. Нет. Берестан. Ладно. Чем богаты, тем и рады.
трухи много. Значит, да. Все. 3 куска крупных. Смотрите, полоска идет. Вон она. Это тропа. И это тропа у выдры. Но самое главное, остановился показать вот тут. Смотрите. Явно лежанка. Лежал кто-то. Знаете, вот. Ну, я лично думаю, как. Вот тропа. Рано или поздно, ночью, днем тут время от времени выдра переходит вон там. Старится. И вон там старится. И здесь, видать, он бегает. По этим старицам. Некоторые повороты он идет напрямик. Вот. Я об этом в своих фильмах тоже много уже говорил. А здесь, чтобы вот в середине тайги выдра, чтобы ночевала, ну, это странно. Это странно. Я как думаю, может тут ночевал какой-то другой зверь в ожидании увидеть выдру, чтобы его поймать и съесть. Может лиса, волк. Может тоже быть. Не знаю, лиса сможет, нет, зарезать, конечно, выдру, но какая-то лежанка на тропинке есть. Сейчас рябчика я еще видел. Я там фотосессию проводил, снимал. И рябчик перелетел на другой берег, вон туда. Где-то на елке высоко сидел. Я даже и вот просто услышал сперва звук крыла и на глаза попалось. Вот, туда дальше не пойду, там, видать, поворот большой. И сюда старица идет. Ладно, идем налево. Да, это многолетняя тропа уже здесь. Давайте посмотрим, куда это пойдет. Вот он. Выдры, конечно, много. В основном на таежных речках. Время от времени тоже и по старицам он ходит. Потому что на старицах тоже есть водоем. Ну да, даже там вода есть, видно. Вот. Тык-тык-тык. И он где-то вон там спускается. И вот сюда бы капкан поставить, моментально он попадет. Хитрости тоже нужны, чтобы поймать выдру. Это очень хитрый, умный зверь. Так что поставил капкан, чтобы он залетел в капкан. Просто так не получится. Надо тоже умение. И обязательно надо капкан, чтобы был зубьям. Иначе ногу вытаскивать, лапу легко. Вот тут спускается. Что за старица? Сейчас тоже посмотрю. Ну, хорошая тропа, между прочим. Многолетняя, блин. Очень давняя тропинка. Понятно. Понятно. Ну, вот здесь и проходит вон там вода. Я думал, тут воды вообще нету, а оказывается, она есть. Немножко есть. Так, ладно. Пойду туда. И, наверное, уже буду выходить, потому что, блин, рюкзак прям тянет к земле. Лучше разгрузиться и в избушку сходить и по-новому пустым рюкзаком прийти, чем вот так холостую. Вот просто идешь, думаешь, найдешь, а да нифига нету. Так что схожу в избушку, там подумаю, еще сходить или же другой день. Посмотрим. Я уже иду по дороге. Там вроде похоже на чагу. Я уже возвращаюсь. Все, не стал уже далеко дальше куда-то идти. Хотел лесом параллельно дороге, ну нафиг. Что-то расхотелось.
Реально. Вроде не так много, но она, блин, чага такая тяжелая. И нести не очень приятно. Вот, посмотрим. Ну да, вроде бы даже хороший шматок тут. Хороший. Как-то тоненько вышло. Интересная штучка. Так, еще один кусок. Вот и еще тут основной шматок такой. О. По дороге лисы бегают. Следы свежие совсем. На них никто не охотится. Сейчас пушнина. Цены вообще нету на пушнину. Сейчас лисьи шапки не носят. Сейчас капюшон. В основном у людей обычная куртка и с капюшоном. Вот еще. Не ожидал и увидел от дороги. Вон оттуда увидел. Вот еще одна. Параллельно дороге иду. Вот она. Небольшая. Стой даже. В руках понесу. Немножко уже осталось до избы. Возле избы почищу. Сорока. Тут пировали. Сороки, блин. Суп, остатки у тулана. Кушают вот следы у сорок. Вон они. Я вообще уже у избы. Смотрите, какой снегопад. Хотя там проясняется. Тулан там мучит что-то. А, Тулами? Вот наш тяжелый рюкзак. Сейчас попью чай и покажу, сколько там чаги принес. Выгрузим. Сейчас пока немножко перекур. Избушка тепло. Хорошо. О, прям Ташкент. Дверь не буду закрывать. Вообще классно. Немножко приоткрою. Так, чай нагрею. Посуду надо помыть. Яичницу даем. И дальше что-то будем делать. Так, посмотрим. Какая куча. Вот это первый, вчерашний. И вот сейчас что собрал. Последнее. Вот этот последний очистил. Который в руках нес. Ну, все остальное. Все остальное вот такая куча мала. Не скажу, что мала. Очень тяжелая, блядь. Еле тащил. Больше, намного больше. Вчера не меньше ходил, а результат меньше.
Там навигатор у меня, патроны запасные. Еще. Больше нету. Так, вот. Вот такая куча, ребят. Вчерашняя и сегодняшняя. Ой, по весу не знаю, сколько получилось. Только дома я могу взвесить. Со второй избы, которые я привез, у меня получилось 16 килограмм. Пол мешка. Здесь, думаю, тоже килограмм 15, думаю, будет. Вот. Ну, что есть. Все. Наше я сейчас буду загружать вот этот мешок. Погода портится. Видите, какая. Вот. Погода не очень нелетная. Взял с собой Тулана. Пускай погуляет еще. Короче, ребят, помыл посуду. И чай попил с хлебом. Готовить уже не стану ничего. Домой поеду, там жена накормит. И решил еще, сейчас время час дня. Ну, между прочим, уже вон солнце за елками. Уже не так высоко. Но, в общем, решил еще тут где-то часик поброжу. Час-полтора, может 2. Еще один уголок проверю. Может найдем чагу. А где-то вдруг и рябчик взлетит. Кто его знает. Вот. Так что поход продолжается. Смотрите, какая елка. Прям шикарная. Вот. И вот в таких местах, под елкой, блядь, ну от логика и, как сказать, думает медведь как человек, действительно. Он выбирает елку такую вот, именно чтобы дождь меньше попадал. Не ложится куда-нибудь под березу или еще, под маленьким елком. А он как человек выбирает самую шикарную елку. Я это видел, как они ночуют. Не раз попадал на такие места. Именно вот, и знаете, вот еще корни. Видите, вот корни идут от елки. Они ложатся так, что голову ложат именно вот на корень. Представляете? Вот вместо подушки они стараются вот как-то лечь на бок, и голова у них на этих корнях. Поверьте, это так. Ну, в фильмах я показывал вам не раз такие вот места, где, как сказать, медведи ночевали, и вместо ночевки, вот ночлег, где у них был, я все вам показывал. Каждый год я на такие места попадаю, где они лежат. Ну, если есть, блядь. Думал, сапоги проткнул. Зацепилась. Вот это да. Ну да, все хорошо вроде. Этот Эва, он прям идеально легкий. Вот не чувствуешь, этих сапогов не чувствуешь. Ходишь, идешь. Резиновые сапоги, они, блин, каменные. Вон туман тоже идет. Короче, брожу. Пока ничего не нахожу. Где-то минут 20 уже по лесу иду. Не спеша так. Стараюсь каждое дерево смотреть на березы. К сожалению. Вот эту сторону сейчас пройду, обойду. И если не будет, все, значит тут делать нечего. Чтобы вот, скажем, дальше ходить. Они как-то определенно участки такие, где чаги больше, как и грибы. Где-то грибы растут, где-то вообще их нету.
то же самое. Вот, и следов вообще беличьих и куниц вообще нету. Так что, ну, она даже, думаю, бесполезно в этом году ставить капканы. Вряд ли будет что. Обычно, когда много белок, куниц много. В прошлом году очень много было белок. Вот, ладно. Потихоньку идем куда-то. Куда-то иду. Пока не знаю куда. В основном по солнцу ориентир у меня. Вроде березы тоже есть, но чаги совсем нет тут. Час ходьбы. Вон он, первый. Целый час шел к этому трофею. Вообще нету. Да. Опа. Все. Вот так вот. По таким хорошим местам шел. И вообще нету ничего. Сейчас уже буду возвращаться в избушку, потому что уже, вот смотрите, как бы солнца уже нету практически. Вот так вот. Чистим все нехорошее. Ладно, тоже молчит. Ни одного рябчика не поднимали. Шли еще. Вот, ладно. Вот тулами отломалась. Обратно пойдем. Выхожу на дорогу. Все. За весь поход. Одна чага. Вот это то, что я показал. Вот и дорога. Вообще нету. Вообще. Рюкзак пустой. 2 часа бродил. Больше уже времени нету. Солнце уже село за горизонт. Вон, не видно его уже. Сейчас быстро соберусь. И уже все. Поеду домой. Хватит. Нагулялся сегодня. Ну, реально я сегодняшним походом доволен. Просто от души погулял, походил там. Нормально, действительно. Погода только вот сырая, весь сырой. Он прям все, штаны, трико, до трусов, можно сказать, весь сырой. И куртка то же самое. Этот бушлат я оставлю в избушке. Он, в общем, как сказать, старый, но реально он меня греет. А тот, который вот новый я покупал в прошлом году, вообще говно, честное слово. Потому что утеплитель на плечах вообще минимум, ну вообще там нету, только вот как бы обшивка и все. Выходишь на улицу, капюшон поднимаешь, и у тебя плечевая часть, вот шея, как будто на улице. Аккумулятор разрядился. Ну, включил, но она сейчас опять выключится. Батарейку пока не поменял. Ну, в общем, одна штука, вот. И все, больше нету. Больше ничего не было. За 2 часа вот такой шматок заварки. Сейчас немножко поснимал тоже на второй канал Будни Олега. Бла-бла-бла там поговорил. Тут, конечно, снимать темно. Ну, в общем, тут все в порядке, оставляем. Спасибо, изба. Вообще классно. Переночевали, как всегда.
Как всегда, все хорошо. Пулан уже в машине сидит. Ну, на кузов его посадил. Вообще вещи в кабину я затолкал. Он весь сырой, грязный. Пускай в кузове лежит. Вот так вот. Ладно. Давай, изба. До новых походов. До новых походов, до новых встреч. Здесь все в порядке. Все классно. Все убрано. Порядок. Загрузился. Поедем. Давай, пока, изба. Очень скользко, ребят. Надо попробовать. Здесь, может, сюда заеду. Капец. Можно на мост сесть, там вообще глубокая колея. Просто я сяду на мост. Вот как-то вот сюда надо мне подняться, и вряд ли получится на... Вековые колеи тут. Ой, вся техника, кто на чем тут ездил,
Все тут сидели. Вот тоже, вот смотрите, обрубленные елки попадали в яму. Вон колеи какие. Не шуткуй тут. Машина не слушается. Где хочет, там и едет. Представляете? Шины у меня не грязевые. Фу, шоссейные, наверное. И тут место глина. Самый нехороший участок. Вот немножко подкопал там. И машина сразу, ну, на пониженной сейчас я еду. А если бы лопаты не было, я не знаю, не смог бы я выбраться. А чтобы рисковать там, газовать там, думаешь, проскочишь? Да не проскочишь ты. Рано или поздно сядешь. Я так делал раньше. Сейчас нет, не хочу доставать этот речный домкрат. Лучше потихоньку разобраться и ехать. Вот тут тоже, блин. Вообще капец. Мыльная дорога какая-то, блин. Фу, спотел, жесть. Помню, здесь на повороте Land Cruiser у Валентина Сергеевича покойного тоже пытался что-то на УАЗике, ни хрена не смог я вытащить, дернуть. Вот тут на повороте он сидел. Потом приехали, позвал он и лебедкой дернули его. О, блядь. Капец. Вот эта дорога превратилась, хрен пойми что. Вчера все так хорошо было. Чуть-чуть на мост не сел, ребят. Чуть-чуть. Фу. Последние метры. Капец. Там уже нормально будет. Сейчас еще по тайге там проскочу. И все, там луг будет и хорошая дорога. Вот это участок, конечно, где-то с полкилометра, наверное. Постоянно, каждый год тут застревают. Фу, блядь, спотел, жесть. Вот, ладно, посмотреть потом. К речке доеду, там остановлюсь. По лесу поеду. Здесь уже на пониженном фиг с ним тоже проеду. Здесь пень нехороший. Не на месте как-то. Вот этот. Я, ребят, выбрался. Но это уже большая земля. Фу, спотел жестко. Ну нафиг. Сейчас повыше.
повышенную включу и газку. Поедем. Я у беседки. Здесь зимник проходит. Здесь летняя дорога. Вон тулантик. Посмотрел. Все хорошо. Ладно, больше уже снимать ничего не стану. Всем спасибо за ваши просмотры. Ждите новые походы. До новых встреч. Как сможем, выедем. Снова погуляем, поохотимся. Ну и думаю, в ближайшем будущем времени уже будет рыбалка по первому льду. Так что не спешите отписываться, ждите продолжение. Хождение в походы. Пока-пока. До новых встреч.